Ну а теперь наш рассказ о героях нынешних футболистах Учелинского Горняка. Свое выступление в розыгрыше Кубка страны шахтеры начали со стадии 1/256 финала в Уфе против Башинформсвязь Динамо. Еще, молодцы. Другая нога. Чистота. Раз, переступали, сделали. Башкирское дерби стало по-настоящему увлекательным и прошло в бескомпромиссной борьбе. На протяжении всего матча интрига держала зрителей и тренеров в напряжении. В первом тайме коллективы действовали от обороны и в результате 0-0. Пока никто ни для кого никаких сложных ребусов не создал. Во втором тайме сейчас тренера внесут корректировку и думаю, во втором тайме будет поинтереснее игра. Во втором тайме команды в атаке действовали активнее. Особенно усердствовали уфимцы, но в завершающей стадии им не везло. Игра плавно перетекла в дополнительное время, но и оно не выявило победителя. В серии пенальти учелинцы свои попытки реализовали четко, не промахнувшись ни разу. А вот связисты не забили 2 11-метровых удара. Именно так началась победная поступь горняков в Кубке страны. Такое, конечно, очень вялое, потому что и поле немного не позволяет играть в комбинационный футбол, мяч не держится. И команды больше показывали борьбы, чем игры в футбол. В следующем раунде Кубка учелинцев ожидало непростое противостояние с футбольным клубом «Челябинск» из одноименного города. Ну и это испытание горняки прошли с честью, одолев соперников 2-0. Оба мяча были забиты во второй половине напряженной встречи. Отличились Руслан Илдырханов и Рустем Халиуллин. В 1/64 Кубка горнякам предстояло пройти испытание лидером зоны Урал-Поволжья 2-го дивизиона первенства страны Оренбургским «Газовиком». В этом матче учелинцы продемонстрировали свой высокий командный дух и безграничную волю к победе. Пропустив в первом тайме мяч, шахтеры не опустили рук и были вознаграждены. На 62-й минуте лучший бомбардир горняка Сергей Овчинников восстановил паритет 1-1. А в самой концовке игры воспитанник екатеринбургского футбола Иван Чудин вывел свой нынешний клуб на команду, в которой он когда-то начинал свою карьеру. На удивление многих, но только не самих футболистов горняка и любителей команды, был обыгран и следующий соперник по кубку. Один из лидеров первого дивизиона – Екатеринбургский «Урал». Игра вызвала огромный ажиотаж как среди местных болельщиков, так и среди фанатов из других городов страны. Команды подошли к игре с разным настроем. Матч как матч на кубок. «Урал» – команда ведущая первой лиги, серьезная команда. Гости привезли полурезервный состав, надеясь отделаться малой кровью. Но, как показало дальнейшее развитие событий, зря. Сначала Михаил Сорокин после подачи углового красивым ударом головой распечатал триумфатора юниорского первенства Европы Евгения Помазана. После успеха шахтеры сбавили обороты и уделили больше внимания обороне. Уральцы мгновенно этим воспользовались и предприняли штурм ворот Виталия Пьянченко. Ближе к концу первого тайма натиск гостей увенчался успехом. Екатеринбуржцы ответили шахтерам той же монетой. После подачи углового невысокий Иван Темников уравнял цифры на табло. В перерыве Борис Тукалов внес коррективы, и уральцы большими силами пошли вперед. Но вратарь горняка был безупречен. Учелинцы ответили по-своему. Иван Драников решился на дальний удар и не прогадал. Вратарь гостей вытащить мяч из правого верхнего угла не смог. 2-1. Первый мяч в сезоне. Не знаю, мне понравилось. Принял, пробил, попал. После пропущенного гола наставник уральцев выпустил на поле 2 свежих игроков и угадал. На 74-й минуте матча вышедший на замену Николай Сафрониди сравнял счет. В дополнительное время более организованно и уверенно сыграли хозяева поля. Лучший бомбардир шахтеров Сергей Овчинников в середине первого дополнительного тайма неотразимо пробил из-за пределов штрафной. 3-2. Тяжело было. Гол пропустили, когда сравняли, тяжело. Потом опять сравняли. В оконцовке выиграли. Сегодня они играли не сильнейшим составом, но все равно чувствовалось, что класс у них есть. Играть можно с любой командой. Из премьер-лига, из первой лиги. Со всеми можно играть. Символично, что победный мяч, благодаря которому в Учелы приехал московский «Локомотив», забил Сергей Овчинников. Именно в футбольной школе железнодорожников Сергей и начинал свою профессиональную карьеру. В последнее время я с ней каждый год встречаюсь. Хочется поиграть с ними. С хорошей командой хочется поиграть.
тем более с Локомотивом. Победа над Уралом буквально окрылила игроков Горняка, и у всех появилось огромное желание преподнести всем жителям Учелов подарок в виде победы над московским Локомотивом. А защитник шахтеров Иван Дранников еще до матча предпочтение железнодорожникам не отдавал. У меня там друг играет, Денис Глушаков. Ну вот поиграем с ними. Ну я думаю, по крайней мере, футбол премьер-лиги они дают играть и сами играют. Конечно, у них мастерство выше, ну а там посмотрим, чем черт не шутит. Посмотрим. У них в чемпионате сейчас не очень идет. Я думаю, они сюда не первым составом приедут, так сказать. Я думаю, с ними можно будет играть и можно будет обыгрывать. Наконец-то свершилось. Именно так перед матчем с московским Локомотивом думали и руководители, и болельщики, и сами игроки Горняка. Последние сутки перед матчем редкое радио и телепередача в республике обходилось без упоминания предстоящей игры. Во славу Горняка пели песни и сочиняли стихи. Наверное, за день до матча в Башкортостане не было человека, который бы не знал про приезд Локомотива в город на границе Европы и Азии. Сначала самолетом до Магнитогорска, потом 100 километров на автобусе хоккейного клуба «Металлург». И вот железнодорожники уже в самом шахтерском городе республики раздают автографы молодым мальчишкам. Учелы встретили москвичей проливным дождем и шквалистым ветром. Ажиотаж вокруг матча Горняка с Локомотивом был просто нереальный. Сотни болельщиков из Москвы, соседних регионов, ну и, конечно, фанаты со всего Башкортостана приехали, чтобы посмотреть битву одного из лидеров российского футбола последних лет и скромного клуба «Выскочки» из 2-го дивизиона. Ну, я как бы приехал поболеть за «Локомотив», то есть жду мести за Урал, который Горняк как бы выиграл. Ну, жду результат, чтобы был, ну, голов хотя бы 5 увидеть за матч. Хотелось бы. Вот такие ожидания. Еще до матча фанаты своими кричалками заглушали шум толпы, рвущейся на стадион. Болельщики обеих команд были настроены мирно и доказывали любовь к своему клубу исключительно традиционными методами. Болельщики — это вообще 12-й игрок. Они всегда нас гонят к воротам и не дают нам покоя. Конечно, помогают всегда, болельщики всегда помогают. Я только рад, чтобы здесь полные трибуны были, еще 3 построили, и чтобы все учелы собирались на футбол, как в Англии. Фанатов «Локомотива» было намного больше, и потому их проход на стадион затянулся. В избежании неприятных инцидентов органы правопорядка заводили болельщиков «Лока» небольшими партиями, и кому-то из них начало матча посмотреть не удалось. Но настроение фанатам железнодорожников такие меры безопасности не испортили. Мы приехали, чтобы победить! Эх, чтобы победить! Эх, чтобы победить! Башкирская земля нас встретила хорошо. Нас встретили милиционеры, переписали наши паспорта. В принципе, происшествий не было. Перед матчем фанаты учелинского Горняка, невзирая на разницу команд в классе, отдавали победу своим кумирам. Рассчитываете на победу с Локомотивом? Конечно. А для чего мы тогда сюда пришли? У нас одна победа, мы только победу ждем. Я думаю, что Локомотив в основное время все-таки ничего вытащит, а там, если уж нам повезет, то мы выиграем. Те, кому не хватило билетов, еще до игры предусмотрительно взобрались на VIP-места за пределами стадиона, а кто-то и вовсе смотрел игру прямо из окон своего дома. По-моему, зря. Башкирское спутниковое телевидение, несмотря на все трудности, организовало прямую трансляцию этой встречи, и все любители футбола в Башкортостане могли наблюдать за перипетиями борьбы матча Горняк-Локомотив в режиме реального времени. 8 камер, повторы с нескольких точек. В общем, работа коллектива ПТС, режиссерской группе и комментаторам удалась на славу, за что им всем огромное спасибо.